эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Власти Якутии планируют направить 19,5 миллиардов рублей до 2024 года на дополнительные региональные меры поддержки семей с детьми, рожденными после 1 января 2019 года. Меры социальной поддержки разработаны для реализации целей и задач национального проекта «Демография». Власти региона ожидают, что в 2019 году за дополнительными мерами поддержки могут обратиться более 12 тысяч семей. Ранее указ о мерах поддержки подписал глава региона Айсен Николаев. При рождении или усыновлении первого ребенка семьи получат денежную выплату в двукратном размере прожиточного минимума для детей в размере 33 812 рублей. Второго – региональный материнский капитал в размере 30% от размера федерального материнского капитала, а это 135 907 рублей. При рождении третьего или последующих ежемесячную выплату в размере 16 906 рублей до достижения ребенка возраста 3 лет. Власти Якутии планируют внедрить в Якутске единую интеллектуальную систему домофонов, которая обеспечит мониторинг городской ситуации в рамках концепции «Умный город». Для этих целей на полях Российского инвестиционного форума в Сочи президент компании «Эр-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и премьер-министр Якутии Владимир Солодов подписали соглашение о развитии городской инфраструктуры региона в рамках реализации концепции «Умный город». Пилотный проект протестирует технологии компании в условиях низких температур. Мы начнем с пилотных проектов в сфере энергосервисных контрактов и технологий по энергосбережению. Второе направление – это внедрение единой сети домофонов, которые завязаны в интеллектуальную систему, позволяющую мониторить, что происходит в городе без дополнительной инфраструктуры, только за счет камер, установленных в самих домофонах. Мы планируем начать с быстрого пилота в Якутске с минимальным размером капиталовложений, который позволит протестировать эффективность работы технологии, а потом уже решать полномасштабное внедрение в масштабах региона, сказал председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Деградация сельскохозяйственных земель наносит существенный ущерб экономике Якутии. В Министерстве экономики республики заключили, что крупным компаниям на территории многолетней мерзлоте и государству, вкладывающему в реализацию национальных проектов, необходимо разработать и учитывать повышенные стандарты и нормы деятельности. В Центральной Якутии сосредоточено 60% всех земель сельскохозяйственного назначения, 70% посевных площадей. Центральный район производит 60% продукции сельского хозяйства, при этом ведущие сельскохозяйственные районы, такие как Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Усть-Алданский, впоследствии процессов деградации уже начинают терять пастбища и пашни, сказала министр экономики Якутии Майя Данилова. Резидент Тор-индустриальный парк Кангалас и компания Сахалипснели представила на международной выставке «Акватерм Москва» новую модернизированную версию котла длительного горения, специально спроектированную для бесперебойной работы в условиях Крайнего Севера. Принцип работы конструкции простой. Процесс горения направлен сверху вниз с помощью регулируемой подачи воздуха. Можно устанавливать скорость сгорания топлива и температуры котла. Чем меньше температура, тем медленнее сгорает топливо. Первыми покупателями Сахалипснеля стали жители Якутии, которые сразу оценили экономии на топливе почти в 2,5 раза. Производить котлы длительного горения на твердом топливе резидент начал с 2017 года, реализовав инвестиционный проект стоимостью 35 миллионов рублей. Власти Якутии окажут поддержку предпринимателям при строительстве заправок. Так, в 2019 году начнется подготовка и строительство «Газпромом» заправочных станций в Якутске, Нижнем Бестяхе и Ленске. Будет расширена поддержка строительства заправок независимыми предпринимателями. Участки под эти цели будут предоставляться на льготной основе. В этом году также начнется предоставление федеральных субсидий на компенсацию расходов по переоснащению автомобилей на газомоторное топливо. Для координации работы по этому направлению Минпромгеологии Якутии разработан проект республиканской программы расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и технике специального назначения с общим объемом финансирования более 3 миллиардов рублей, 83% из которых составится финансирование из средств федерального бюджета и внебюджетных источников. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.